что ж, дорогие друзья, пришло время очередной встречи нашей с вами на канале «Аспекты Башкортостан». Начинается программа «Аспекты Республики». Это значит, что сегодня утро буднего дня, 10 часов непосредственно в Башкортостане. Ну а если говорить про дату, то 5 февраля 2025 года. Очередной день из многих в этом ряду, из многих тысяч уже даже получается, да? В этом феврале мы уже переживем, получается, 3-ю годовщину известных событий, которые разделили мир на до и после. Но летопись текущих обстоятельств мы должны вести в режиме нон-стоп для того, чтобы оставаться людьми, что ли, чувствовать себя полноценными членами и общества, и полноценными, скажем так, гражданами, которые слушают, слышат, готовы осмысливать, рефлексировать, делать выводы. В общем, здесь стараются говорить правду, здесь стараются слышать разные точки зрения, если они не людоедские, как минимум, да. Поэтому я напоминаю, что чат работает, присылайте в него свои вопросы, реплики, пожелания, комментируйте, обращайтесь к нам за помощью, если у вас сложности с просмотром YouTube-трансляции из-за блокировок, из-за цензуры на государственном уровне. Мы помогаем каждому желающему, если вы пишете соответствующий комментарий, обращаясь, например, через бот обратной связи в телеграм-канале «Аспектов», на который, конечно же, нужно быть подписанным для этого. Ссылка на телеграм-канал у нас в описании. Не игнорируйте это очень важно для получения текущих новостей и для просмотра эфиров. Тем более, что в телеграм-канале в самом стрим ведется, как и другие наши программы, «Аспекты мнений», например, тоже там выходят. Кстати, сегодня в 12:30 «Аспекты мнений» на текущую, скажем так, информационную повестку будет реагировать политолог Николай Евдокимов. Не пропустите, также присылайте свои вопросы. Вижу, что вы уже здесь, постепенно присоединяетесь к разговору. Желаете доброго солнечного утра, в частности, Стобавовна. Судя по всему, какой-то мороз все-таки пришел в Башкортостан. И день морозный, и солнечный. Надеюсь, что хорошее настроение тем самым он будет вам приносить. Тем более, что солнце в феврале становится более ярким. Чувствуется, что весной от этого солнца чем-то веет, несмотря на то, что свет все еще холодный. И таким образом настроение должно повышаться. У нас здесь это особенно чувствуется, учитывая, что снега нет. Подснежники стали первые пробиваться, как это обычно бывает уже в начале февраля. Ну а мы давайте все-таки будем двигаться к новостям через призму мировых событий, которые мы с вами узнаем в телеграм-канале «Эхо Новости». Нефтебаза в станице Новоминской загорелась после удара беспилотниками по Краснодарскому краю, утверждают местные власти. По словам главы региона, пожарные локализовали огонь, охвативший резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Минобороны отчиталась о перехвате 4 дронов над Курской и Белгородской областями. Пожары возникли в 2 районах Харькова в результате российских ударов, утверждает мэр города Терехов. Повреждения получили как минимум одно административное и одно жилое здание, а также автозаправочная станция. Данных о пострадавших пока нет. Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Владимиром Путиным, если это станет единственной возможностью достичь мира. Об этом украинский лидер сказал в интервью британскому журналисту Моргану. Ранее российский правитель отверг такую возможность, назвав украинского лидера нелегитимным. На это Зеленский напомнил, что на выборах он получил 73% голосов. Евросоюз согласовал проект специального трибунала, который проведет процесс по преступлению агрессии против Украины. Основы для создания органа одобрили эксперты из 37 стран ЕС на встрече в Брюсселе, об этом передает BBC. Идею уже раскритиковали в России. По словам депутата Леонида Слуцкого, она призвана отвлечь внимание от неудач ВСУ на фронте.
США готовы установить контроль над сектором Газа для восстановления территории, объявил президент Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. При этом живущих в этом районе палестинцев глава Белого дома предложил переселить. Представитель Хамас с Абу-Зухри дал инициативе негативную оценку, сказав, что реализация проекта приведет к хаосу. Стрельба в образовательном центре для взрослых в Эребру стала самой массовой и страшной в истории Швеции, сказал премьер-министр страны Кристенсен. В результате инцидента погибли по меньшей мере 10 человек, пострадали более 6. Мотивы стрелка пока не названы, власти призывают дождаться результатов расследования. В Подмосковье задержаны подозреваемые в стрельбе и похищении человека на западе Москвы, отчитались в МВД. Конфликт, в ходе которого раздались выстрелы, произошел минувшим вечером на Костанаевской улице. По сведениям телеграм-канала Мэш, поводом для разногласия при покупке машины стали эти разногласия, после чего покупателя насильно увезли с места сделки. Вот такие вот новости были к этому часу в телеграм-канале Эхо Новости. Погружаемся тем самым в информационный контекст. И вижу ваш комментарий, в частности, от Нетворка, сообщение о том, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о деколонизации России. Как дела? На права сдал ли? Спрашивает команда. Думаешь ли возвращаться домой после этой смуты? На права я сдал еще в декабре. Я напомню, вот, а на днях я их получил. Бюрократия очень медленно работает, и вот 3 числа они их вручили. Вот. Правда, стаж обнулили таким образом. Я думал почему-то, что предыдущий стаж будет указан, и таким образом это будет учтено в различных сервисах и так далее. Но вот стаж нулевой теперь, и даже автомобилями каршеринга, по крайней мере, отдельных служб воспользоваться нельзя, потому что требуется опыт. Такая себе неприятная мелочь, ну да ладно, переживем. Вот. Что касается возвращения домой, ну вообще по-хорошему, конечно, да. Я понимаю, что все вот эти вот передвижения и начало с нуля, мягко говоря, это сложно. Вот. Но в любом случае, конечно же, мне кажется, что если на родине будет окно возможностей и возможность для реализации задуманных планов и так далее, конечно же, нужно этим воспользоваться. И вообще вся эта деятельность, вся работа, которая сегодня ведется, она для этого прежде всего ведется. Вот. А что касается резолюции ПАСЕ о деколонизации, то, знаете, вот каждый раз, когда эта тема всплывает в моем информационном поле, я каждый раз диву даюсь и, как говорят, чешу репу и думаю, надо же, вот чего добился Кремль своим поведением. Вещи, о которых еще недавно, ну, даже шепотом говорить было не принято, тем более на серьезном уровне, международным организациям. Сейчас вполне серьезно озвучиваются как единственный возможный вариант развития событий тогда, когда все это закончится. И люди, которые признавали исключительно вот эту единую историческую общность, единый исторический путь, я говорю прежде всего о себе, вот эти люди, которые были искренними и истинными патриотами вот единой страны, на сегодняшний день на полном серьезе задумываются, а правильно ли это все? А может быть, действительно нужно выбрать другой путь? В общем, это, знаете ли, уметь надо. Ни одна пропаганда с таким не справится. А Кремль справился своим бездумным, совершенно диким поведением. Он заставляет людей, которые способны рефлексировать, думать, пересматривать свою точку зрения, собственно, пересматривать ее в противоположную кремлевским нарративам сторону, скажем так. Ну а если переходить к новостям, то у нас все, как обычно, перекликается. Вот эти вот новости а-ля сатирического характера, ведь многие у нас вызывают такой, знаете ли, истерический смех с новостями криминальной хроники, которые тоже, в свою очередь, отчасти напоминают новости сатирического какого-нибудь смешного журнала.
Вот, например, в Уфе задержали причастного к пропаже скульптуры арт-объекта «Многодетная семья». Задержали 54-летнего уфимца, оказывается. Значит, для этого полицейские опросили возможных очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения. И обнаружили таки подозреваемого. Он пояснил, что 29 января возвращался домой в алкогольном опьянении. Увидев памятник многодетной семье, хотел поправить одну из статуй, но не смог вернуть ее на место. Нарушитель унес фигуру в ближайшие дворы и бросил около дома. Уфимец признался, что сожалеет о случившемся. По данному факту проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение, отмечается в сообщении. Вот так вот хочешь сделать добро, но в итоге причиняешь зло. Бывает. Ну ладно, все хорошо, что хорошо кончается, как говорят. Коммерсант сообщает, 7 уфимцам вынесли приговор за похищение людей, вымогательство и грабежи. Это довольно-таки шумная история, правда, опять же, без политического контекста. Но надо понимать такие вещи, что они действительно имеют место быть в то самое время, когда есть более серьезные проблемы. И мы вроде бы о них говорим, а нет, а люди живут обычной жизнью и, как мы видим, совершают обычные преступления. Значит, приговоры вынесены 7 в возрасте от 22 до 35 лет. В зависимости от роли и степени участия они виновны в создании и руководстве бандой. Тут, значит, грабеж, угон автомобиля, незаконное лишение свободы. И организаторы получили 15 лет лишения свободы. Кто-то от 8 до 11 получил. И вот в чем. В суде установлено, что лидеры создали и руководили вооруженной бандой, в состав которой вошли еще 2 человека, а 3 привлекались к совершению преступлений. С сентября по октябрь 2020 года, то есть относительно недолго. Они нападали на граждан, похищали их, удерживали в машине, вывозили в безлюдные места, вымогали деньги и иное имущество, угрожая оружием и избивая их. Для сокрытия следов преступления осужденные записывали признательные показания потерпевших о якобы занятии распространением наркотиков и угрожали передать их в полицию. Какие продуманные они были. Опасаясь за свою жизнь, 12 граждан, в том числе 3 несовершеннолетних, отдавали фигурантам уголовного дела деньги, телефоны, банковские карты, паспорта и документы на машины. Общая сумма полученного имущества составила больше 700 тысяч рублей. Надо сказать, не так там много. И вопрос, вроде как история крайне давняя, почти 5 лет прошло, и преступники были давным-давно задержаны. Почему так долго приговоры выносили, ребята? Алло. То есть они, по сути дела, все это время отбывали наказание, не будучи признанными виновными. Опять же, система работает крайне возмутительно в этом смысле. Так. Вижу вашу реакцию, в том числе такую шуточную по поводу, какого же преступника поймали, пишет Фируза. Да, именно такая реакция возникает, видя эту новость. Так. Нетворк делится наболевшим. Попробовал Кока-Колу в разных странах, она везде разная, но как будто самая вкусная была в России. Но сейчас-то ее уже нету. Мне сложно судить, я разницы не вижу и, скажем так, относительно редко употребляю, поэтому не могу сказать, прокомментировать. Вот. Но понимаю чувства. Действительно, может быть, некоторые продукты, они могли быть не то чтобы априори вкуснее, они могли быть привычнее, наверное, мне кажется, все-таки. Ну, так или иначе же там есть определенные стандарты, единые, да, которые должны соблюдать предприятия большой корпорации, в частности, Coca-Cola. Но, возможно, с учетом специфики рынка есть какие-то нюансы. И вот к этим нюансам человек привыкает и потом считает их наиболее вкусными, как вариант. Не знаю, тут я как бы лишь предполагаю. Вот. Дальше идем по новостям. Александру Бастрыкину, конечно же, доложат о новом происшествии в республике. В данном случае речь о гибели ребенка-инвалида в доме-интернате. Мы на днях публиковали видеообращение матери
скончавшегося ребенка-инвалида, которая обвиняет администрацию интерната и башкортостанских чиновников в том, что они скрывают обстоятельства гибели ее сына, который был в интернате, и тем самым хотят избежать ответственности виновных лиц. Так вот, история, видимо, благодаря этому видеообращению в том числе, дошла до Бастрыкина, ну или до тех людей, которые представляют Бастрыкина. И, значит, он поручил это дело расследовать ответственно. В ведомстве сообщили, что приемная мать записала видеообращение, что она не согласна с ходом установления обстоятельств гибели мальчика. В январе 2022 года тело подростка с множественными повреждениями нашли на территории учреждения, то есть интерната, в Туймазинском районе, селе Серафимовский, я напоминаю. Обратившаяся полагает, что смерть носит криминальный характер. Также заявительница сообщает о возможной причастности сотрудников учреждения к хищению пенсий воспитанников. В общем, региональный теперь Следственный комитет должен, судя по всему, заново расследовать уголовное дело, которое уже находится в суде. И вот каждый раз мы посмеиваемся тут над соотечественниками, которые видеообращения записывают, но каждый раз мы должны признать реальность. Именно эти обращения так или иначе хоть каким-то эффектом в итоге обладают. То есть мы не знаем в итоге, сколько вот этих вот взятий на личный контроль Бастрыкина реально дают результат, но хотя бы о том, что он взял то или иное дело на личный контроль, появляется новость. И это, ну, хоть как-то, наверное, напоминает сдвиг проблемы с мертвой точки. Уж как минимум сами граждане, которые ищут правды, которые ищут защиты, в этот момент, скорее всего, чувствуют определенное воодушевление, и их можно понять. Опять-таки, если мы хотим поговорить на тему того, как же так получилось и почему только такие инструменты работают, мы должны, конечно же, погружаться в долгие такие философские изыскания на тему того, что такое гражданское общество, почему его нет в России, что было бы, если бы оно было в России, как работали бы эти самые институты и какую пользу приносили бы отдельно взятым людям. Вообще, по-хорошему, я думаю, что присутствующие здесь трансляции аспектов это более или менее понимают сами. Но я лично вижу задачу, в том числе свою, чтобы доносить вот эти причинно-следственные связи до тех, кто не понимает и кто считает, что и сейчас все правильно. И знаете, сталкиваюсь в этой деятельности вот с чем. Зачастую они тоже понимают, по крайней мере, те из этих людей, кто относительно образован, имеет какие-то когнитивные способности, что-то анализирует. Но, как показывает опыт, вот эти сторонники кремлевской политики считают, что есть вещи, которыми можно пренебречь. Они говорят, ну ладно, бог с ним. Я понимаю, Руслан, что ты говоришь. Мы действительно все беззащитны перед системой. Действительно, в системе нет принципа сдержек и противовесов. Действительно, чтобы решить какую-то проблему, нужно стучать в самые высокие двери, обращаться к Бастрыкину, к Путину. И, соответственно, не факт, что повезет. Но с учетом плюсов, которые есть по их мнению, вот этими минусами можно пренебречь и, рассчитывая на авось, продолжать жизнь в том же ключе, в котором жили до сих пор. И здесь, знаете ли, аргументы, которые порой вот в моменте буквально крыть бывает нечем. Если способ жизни, основанный на принципе авось, человек считает приемлемым, то прочие, даже железобетонные аргументы, к сожалению, становятся менее эффективными, а то и бессильными. И вот тут вот действительно возникает некий тупик. Вот меня лично, да, и тех людей, кто, в принципе, старается донести свою точку зрения до широких кругов и сделать так, чтобы эти широкие круги посчитали эту точку зрения правильной. Кстати говоря, это одна из задач, на мой взгляд, которую нужно решать, если мы хотим каких-то перемен на самом деле. Так.
Почему без Бастрыкина не могут нормально расследовать Кеплер? Ну вот как раз сейчас мы об этом же говорили. Потому что как бы нет нужды это делать нормально без Бастрыкина. Кстати, с Бастрыкиным тоже не факт, что получится. Тут же зависит от того, чьи интересы, скажем так, будут более сильно представлены вокруг следствия и внутри него. Вот я о чем говорю? Я говорю о внутривидовой борьбе, я говорю о внутривидовой конкуренции. Я сейчас не утверждаю, что среди сотрудников детской школы-интерната были какие-то сверхвысокопоставленные люди, у которых очень хорошие связи. Но при расследовании любых громких дел, знаете ли, возникают интересанты совершенно в неожиданных местах. Условно говоря, кому-то из высокопоставленных, возможно, полицейских не хочется краснеть потом за то, что в его зоне ответственности произошли какие-то нехорошие вещи. Предположим, и этот человек, условный, может препятствовать качественному расследованию уголовных дел. И уже потом начинается соревнование у того, у кого карман шире, у кого связи крепче. И в конце концов, реальные дела, реальные наказания мы имеем тогда, когда возможности отдельных звеньев цепи сильно превосходят возможности других звеньев цепи. Также происходит с арестами чиновников высокопоставленных, когда их сажают типа за коррупцию. Мы понимаем, что за коррупцию можно посадить сразу всех целиком, но сажают только тех, кто в какой-то момент кому-то переходит дорогу, у кого, соответственно, возможностей больше. Вот как бы я к чему клоню, соответственно. И в условиях, когда нет вышестоящего контроля, нет вышестоящего указания, зачастую нет интереса, или даже у кого-то интерес есть, но возможности доводить дела до конца может не быть. В этой связи, конечно же, вот и то дело, которое в Белорецке сейчас рассматривается, расследуется с педофилией, тут тоже же есть определенные основания полагать, что могут быть у этой истории интересанты, которые заинтересованы в том, чтобы не шуметь, не отсвечивать, чтобы замять эту историю. И, соответственно, на этот счет есть определенные переживания. Окажется ли идея все-таки неотвратимости наказания в этой ситуации сильнее, чем идея не запятнать честь мундира? Это вопрос. Это, как говорится, жизнь покажет. Вот. Тем временем в Уфе обещают открыть арочный мост, реконструируемый через Белый мост, к сентябрю. И вот когда такие новости вижу, понимаю, что с одной стороны вроде бы совсем мало времени прошло с переезда, с другой стороны все-таки много. Просто этот мост начали реконструировать при мне. Я даже был на месте событий, снимал репортаж, брал комментарии у заинтересованных, скажем, и причастных лиц. Вот. И казалось бы, что это было еще вчера, а с другой стороны, это было так давно. Так вот, движение по этому мосту к сентябрю якобы уже запустят. По словам директора мостотряда номер 30 филиала Уралмостострой Василия Чекурова, его действительно запустят, и за пределами этого периода будут выполнять вспомогательные работы, демонтаж временных конструкций и рекультивацию. То есть запустят мост, получается, чуть раньше, чем завершат реально все работы. И капитальный ремонт его действительно начался довольно давно, 3 года назад, в январе 2022 года. И нынешняя цена контракта на все эти работы составляет 3,9 миллиарда рублей. При этом издание «Коммерсант» и другие СМИ напоминают, что всю эту арочную конструкцию, которая раньше имела практический смысл для удержания конструкции моста, демонтировали за с причинами того, что это все стало негодным, и собираются там новую арочную конструкцию смонтировать, но без силовых каких-то принципов. Это будет просто декоративный элемент для того, чтобы все это дело выглядело так же, как и в прошлые десятилетия. Так, дальше.
Тем временем Уфа-1 также обращает на дела уфимские и сообщает, что парк Ленина, то есть вот эту зеленую зону у Белого дома, у Курултая, реконструируют, и на этот раз вновь не обошлось без колоннады. Для меня это, конечно, оказалось сюрпризом, конечно же, неприятным. Я думал, что с колоннадами пока покончено, но нет. Значит, министр жилищно-коммунального хозяйства региона Ирина Голованова на совещании в формате «Час городской среды» рассказала о пространствах, которые планируют обновить на 1 200 000 000 рублей. Там же обсудили благоустройство, собственно, парка Ленина, где установлен памятник первому, конечно же, президенту Республики Башкортостан Муртазе Рахимову. Значит, кроме парка Ленина, также речь шла и о парке имени Кирова в Стерлитамаке, а также бульваре космонавтов в Салавате. Тут целый ряд фотографий всего того, как это выглядит. И вот, к сожалению, комментариев о том, что за колоннада и что это все символизировать должно, тут в материале как минимум нет. Но я вижу флаги государственные Российской Федерации, а также Республики Башкортостан. Возможно, эта колоннада – это что-то вроде входной группы. И, скорее всего, по смыслу, я полагаю, она будет находиться рядом с улицей Заки-Валиди над тем местом, где сейчас есть подземный переход через Заки-Валиди в створе улицы Ленина, пешеходной ее части. Ну да, судя по всему, так оно и есть. И решили, короче говоря, подражать начать, что ли, парку Горького в Москве. Да, конечно же, эта колоннада менее масштабных размеров, судя по всему, планируется, но решили ее там все-таки соорудить. Знаете, в этом месте относительно уместным это выглядит. Относительно, опять же. Может быть, есть вариант сделать это более по-современному, но окей, ладно, хотите делать вот в классическом стиле, иногда это можно. И вот тут вот все-таки как-то окей, в отличие от так называемой Сухумской колоннады, которую открыли на набережной. Но это моя точка зрения. Дальше. В Республике Башкортостан объявлен конкурс на создание гимна. Но не нового гимна республики, а гимна в честь башкирской породы лошадей. Участвовать могут физические и юридические лица, композиторы, поэты, музыкальные коллективы и творческие союзы. Организаторами конкурса выступают научно-исследовательский институт Башкорт-Уатта, также Центр развития туризма, Ассоциация развития коневодства и крестьянско-фермерское хозяйство Капсак. Значит, текст гимна должен быть на русском или башкирском языке длительностью не более 5 минут. Все материалы должны иметь качественную звуковую дорожку, а слова и музыка предоставляться в текстовом варианте и в аудиозаписи. Победитель в награду получит лошадь башкирской породы. Директор НИИ Башкорт-Уатта Руслан Гизатуллин отметил, что идея конкурса принадлежит фермеру из Баймакского района Ильнуру Бектимирову. Авторские права на песню победителя перейдут в организацию Башкорт-Уатта. Вот так вот. Участвуйте, как говорится. Почему бы и нет? По-моему, затея в данном случае вполне себе милая, хотя практический смысл, наверное, вызывает вопросы. Особенно у тех людей, кто погружен в контекст, в тематику и, может быть, знает о том, какие реальные проблемы на сегодняшний день есть у башкирской породы лошадей, у их, я не знаю, там, сохранения, приумножения и развития. Вот. Дальше идем, двигаемся, дорогие друзья. Мы не можем обойти, конечно же, главные, скажем так, события и новости. Должны сегодня в очередной раз отметить, что жители республики подключаются активно к поддержке узников баймакского дела после того, как очередное обращение на эту тему подготовил и опубликовал активист Буранбай Аскаров. На сей раз он обращается к Вячеславу Володину, председателю Госдумы, с просьбой объявить амнистию узникам баймакского дела, поскольку именно Государственная Дума, по крайней мере формально, у нас уполномочена объявлять эту самую амнистию.
Значит, он тут пишет о том, почему это важно. Я думаю, что для вас, друзья, это не является секретом, почему это важно. И вслед за Буранбаем Аскаровым с обращением выступили несколько родственников узников баймакского дела, жены, дети, семьи, братья, о чем записан видеоролик соответствующего содержания, и он опубликован на канале «Аспекты Башкортостан». Если пропустили, можете посмотреть и послушать, ну, наверное, после нашей встречи уже. Вот. Присоединяйтесь к вот этому флешмобу, если его можно назвать. Комментируйте соответствующие посты, фото, видео, для того, чтобы действительно эта информация становилась более массовой и находила более широкий отклик у аудитории. Мы знаем, что власти иногда реагируют на чаяния жителей, но это чаще всего происходит тогда, когда любая история имеет более широкую огласку. Таким образом, значит, еще раз напоминаю, обращение к Вячеславу Володину от активиста из Хайбулинского района Буранбая Аскарова. Мы, кстати, пригласили его на эфир для того, чтобы он ответил на наши и ваши вопросы. Я надеюсь, он примет это предложение, и мы пообщаемся. Дальше. В развитии темы Баймака не могу не отметить жалобы адвокатов, которые доходят до нашей редакции, и связаны они вот с чем. Мы знаем прекрасно, что фигуранты баймакского дела, как правило, это башкиры, жители глубинки, которые в своей жизни, в привычной среде, опять же, многие годы привыкли использовать родной башкирский язык. Сейчас они находятся в подавляющем большинстве в следственных изоляторах соседних регионов, например, в следственных изоляторах Оренбургской области. Так вот, доходит информация, что в нарушение Конституции и даже в нарушение законов, регулирующих деятельность СИЗО, администрации этих заведений запрещают узникам Баймака переписываться с родными на родном башкирском языке. На этот счет существуют нормативы, и если язык является государственным на территории хотя бы отдельно взятого субъекта, а башкирский язык является государственным, да, то никто не может препятствовать его использованию в личной переписке. Да, цензура должна контролировать вроде как переписку арестантов, но если она не может обеспечить себе перевод, то это ее проблемы. Соответственно, лишать людей права общения на родном языке – это прямое злоупотребление и нарушение, опять же, основных принципов и законов, которые конкретно черным по белому об этом говорят. Можно ли как-то на это повлиять? Ну, у меня есть на этот счет, конечно, сомнения. Мне кажется, что в условиях, когда силовая махина, правоохранительная, вообще вся эта структура в принципе давно не соблюдает даже собственные законы, повлиять на такие, казалось бы, мелочи невозможно. Но мы должны об этом говорить и делать так, чтобы вот этого ряда события также становились достоянием общественности. Кстати говоря, что если не вот эти вопиющие факты являются дополнительным аргументом в пользу тех, кто говорит, что деколонизационная повестка имеет право на жизнь? Очевидно же, да, то есть людям не дают разговаривать на родном языке по надуманным предлогам. Какие выводы должны делать эти люди, которые хотят разговаривать на родном языке, и на родном языке им это делать более комфортно? Конечно же, они могут думать об одном. Когда мы будем развиваться, скажем так, и двигаться в сторону того, чтобы наш родной язык становился единственным государственным на той территории, где мы живем. А что для этого нужно сделать? Правильно. Вы все прекрасно понимаете. Вообще, да, вот, казалось бы, я вижу вашу реакцию в чате. Кто-то скажет, да ну, ерунда, мелочь. Вот на самом деле из таких мелочей все и складывается. Вот именно эта мелочь, казалось бы, является таким важным кирпичиком вообще в правоту и баймакских узников, и любого рода активистов из Башкортостана и из других республик, входящих в состав Российской Федерации. Вот эта мелочь, если задуматься, на самом деле является ну просто-напросто
бревном, скажем так, в глазу этой самой системы, о которой мы с вами говорим день и ночь. Дальше двигаемся. Ну вот в продолжении некоторого рода темы, да, информация не очень официальная, но, судя по всему, вполне себе достоверная. На историка из Башкортостана напали за его национальность. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил сам пострадавший, преподаватель исторического факультета Уральского федерального университета, кандидат исторических наук Рустам Ганиев. Он написал: «Друзья, что у нас вообще происходит? Вчера возле одного из магазинов в Миасе молодой человек брызнул мне в лицо перцовый баллончик и сказал, что тебе здесь не место. Как давно это началось и как на это реагировать? Я в шоке, честно говоря. Заявление в полицию уже написал. Берегите себя». Это выдержка из поста ученого Рустама Ганиева. Я напомню, он говорит о событиях, которые произошли в Миасе, на исторической территории проживания башкирского народа. Башкир, преподаватель, интеллигент, жалуется на то, что ему брызгают в лицо газовым баллончиком и кричат, что ему здесь не место. Не это ли очередной аргумент, опять же, в пользу тех, кто говорит о том, что нужно ситуацию менять и менять кардинально? Опять же, не мы это придумали, как говорится, да? И не надо говорить, что в данном случае в семье не без урода. К сожалению, это становится общей тенденцией. Вы знаете, если бы на фоне всеобщего благоденствия мы видели один такой эпизод, да, наверное, были бы правы те, кто сказал, ну не надо обобщать, давайте мы примем меры к конкретному виновному, и, в общем, ситуация успокоится. И если бы реальные меры были приняты, можно было бы сказать, да, окей. Но что-то мне подсказывает, что, во-первых, никто мер применять не будет. Во-вторых, этот случай становится уже не исключением, скорее, а правилом. И, в-третьих, вот мы видим, только что говорили о новостях из следственного изолятора, где запрещают говорить на родном языке. Это уже признак не маргинального поведения отдельно взятых личностей, как кто-то скажет, было в случае с ученым, а признак того, как выглядит в целом государственная политика в отношении башкир, в частности, и любых национальных единиц в целом. Вот такие вот дела у нас с вами, к сожалению, да, в этом смысле. Но мы должны это, опять же, констатировать, фиксировать и иметь в виду на будущее. Тем временем Ради Хабиров ездил по Зауралью буквально год спустя, да, после главных событий, но, видимо, как-то он решил закрепить, скажем так, собственные какие-то позиции и в лице чиновников, и, возможно, в лице местных жителей. И вот Башинформ отчитался о том, как в селе Ургаза Баймакского района открылся социально-культурный центр. Причем интересно, они в заголовке район не указывают. Они пишут, что в башкирском селе Ургаза открылся социально-культурный центр. Значит, тут фотографии счастливого Хабирова с счастливыми детьми, которые его окружили и улыбаются. Далее цитата. «На мой взгляд, получился большой добротный дом культуры. У детишек будут все возможности заниматься художественной самодеятельностью, искусством». Значит, на первом этаже разместились зрительный зал с эстрадой, фойе с выставочной зоной, помещение персонала, детская игровая комната, кабинет администрации, библиотеки, взрослое и детское отделение, компьютерная студия, костюмерная. Глава республики побеседовал с сотрудниками центра, которые поблагодарили Хабирова за долгожданный подарок. Все довольны и счастливы. И тут невольно вспоминаешь Муртазу Рахимова, который только и занимался тем, что открывал такие места. Вроде Хабиров за тем, что он постоянно перерезает ленточки, не замечен. Но тут почему-то вот он именно был лично и опять же наводит на определенные мысли. А к чему бы это? Наверное, потому что все-таки в Зауралье есть у него определенные сложности с народной любовью. Могу предположить, это всего лишь оценочное суждение. Конечно же, тему так называемой СВО пропаганда не обходит никогда. Нет ни дня, чтобы об этом не писали. И вот мы должны сказать, что следующая новость, опять же, печальнее и в этом смысле красноречивее, чем многие другие.
Сельчане в Башкирии сделали свыше 100 блиндажных свечей для бойцов. В данном случае речь идет про жителей деревни Амирово Аскинского района. Именно они изготовили более 100 блиндажных свечей. По словам сельчан, каждая свеча горит примерно 7 часов. С их помощью военнослужащие могут согреться, приготовить пищу и высушить одежду. Известно, что изделия передали с одним из ближайших гуманитарных конвоев. Новость из двух строк буквально, но видите, стараются пропагандисты выхватывать буквально любую возможность для того, чтобы показать: у нас народ, население и фронт едины. В едином порыве занимаются тем, что приближают так называемую победу над так называемым врагом. Ну, в общем, опять же, констатируем, фиксируем. Вижу вашу реакцию по поводу обращения к Володину. И вижу мысли на тему того, что он персонаж мерзкий. И не могу не согласиться. По-моему, вообще, конечно, там есть определенный рейтинг даже. Да, я бы составил среди вот этих вот первых лиц государства или приближенных к первым лицам, кто более мерзок, да, во всех своих проявлениях, высказываниях, действиях. Володин, конечно же, один из лидеров этого списка. На его фоне кремлевский хозяин выглядит верхом адекватности и, скажем так, ума, скажем, да, и красноречия и так далее. Может быть, даже это как бы не просто так делается, опять же, для того, чтобы ядерный электорат понимал: смотрите, какой у нас великий вождь, какой он замечательный. Все его вокруг прихвостни, подметки ему не годятся, и этим самым формируется у людей синдром выученной беспомощности. И этот главный принцип, который лежит в основе его поддержки. Ну кто, если не он? Знаете, я это слышу постоянно. Причем от тех, кто согласны со мной по всем пунктам. Все ужасно, все плохо, он не прав и так далее. Но когда ты приходишь к концу всей этой как бы логической цепочки, слышишь: ну блин, ну кроме него же некому. Ну хотя бы как-то более или менее стабильно. Ну вот в холодильнике есть что пожрать. Зачем? Если не он, все. Революция, значит, погромы, жрать будет нечего, поэтому пусть сидит. И это, знаете ли, ну, опять же, такая логика железобетонная, которую очень сложно бывает как-то преодолеть даже на уровне риторических приемов. И почему эта логика? Опять же, потому что он себя окружил вот подобного рода Володинами и прочими Мариями Захаровыми. В общем-то, политика вполне себе в этом смысле разумная и, как мы видим, действенная. Надо признать и отдать должное, как говорится. Вот. Таким образом, новости на сегодняшний день мы исчерпали. Будем закругляться, друзья. Я еще раз напомню, что впереди у нас обзор и профессиональный экспертный комментарий от политолога Николая Евдокимова в 12 часов 30 минут по уфимскому времени. Но пока я с вами прощаюсь, желаю всем здоровья, хорошего дня и увидимся.